Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. В начале июня стало известно, что наша республика заняла 10-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты рейтинга огласили на 24-м Петербургском международном экономическом форуме. За счет чего республика вошла в топ-10 и как это скажется на жизни якутян, поговорим сегодня с одним из участников этого пафосного форума, генеральным директором Агентства привлечения инвестиций и поддержки экспорта Якутии Александром Кондрашиным. Добрый вечер. Вечер добрый. Мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос можно по телефону 841 12 42 14 39 или прислать сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Александр, в первую тройку инвестиционного климата наряду с Москвой, Татарстаном вошла Тюменская область. Ну, судя по улучшению показателей Якутии, мы уже скоро к пятерке подберемся, потому что если в 2018 году мы были на 52-м месте, то потом уже в 2019-м резкий скачок такой на 22-е место, об этом даже тоже говорили на форуме, я это помню прекрасно. А в прошлом кризисном пандемийном году Якутия вошла в топ-20, сейчас мы уже в десятке. Вот как этого удалось добиться, кто и для чего вкладывает деньги в Якутию? Как этого удалось добиться и чей в основном в этом есть вклад, да, самый главный вклад? Безусловно, главный вклад в эту работу осуществило Министерство экономики Республики Саха-Якутия. Агентство является одним из подразделений министерства, и при формировании этого рейтинга учитывается состояние инвестиционного климата по оценкам предпринимателей, по ряду показателей. И они называются целевые модели. Ряд из них закреплен за агентством. И в 4 из 5, которые закреплены за нами, мы вышли на отличную оценку, на оценку А. То есть в этом есть наш вклад. Тем более, что агентство было создано в 2018 году, если я не ошибаюсь, вот, реорганизовано в таком виде. Я работаю в Якутии с июля 2018 года, и этот большой рывок действительно произошел совершенно... Благодаря нас. В мою бытность, скажем так. Да? Но, безусловно, координирующая роль Министерства экономики в этом трудно переоценить, потому что всего этих показателей более 30. И они закреплены, многие из них, за различными ведомствами, которые помогают инвесторам, которые отвечают за подключение к электричеству, газу, воде, какие-то предоставляют для него дополнительные ресурсы и помогают быстро открыть компанию и так далее. И прогресс в этих метриках как раз максимально ускоряет и контролирует Министерство экономики. Поэтому я считаю, что это прежде всего заслуга и победа Майи Андреевны Даниловой, нашего министра. Эту работу координирует наш первый заместитель председателя правительства Кирилл Евгеньевич Бычков, ведет весь инвестиционный блок. То есть это, безусловно, большая командная работа, и она сконцентрирована в основном прежде всего в нашем сводном министерстве, да, которое помогает работу многих приводить к единому знаменателю. Но, безусловно, это работа всей команды Якутии. Результат крайне невероятный. Просто тот факт, что мы вышли в лидеры и делим сейчас 10-е место, скажем, с Белгородской областью, которая является одним из абсолютных лидеров, да, в сфере привлечения инвестиций, и почти подобрались к номеру 8, который занимает моя родная Калужская область, которая задает стандарты в этой сфере. Это результат, конечно, практически невероятный, учитывая, что в методологии расчета рейтинга довольно значительный вес уделяется тем показателям, которые в Якутии в принципе невозможно изменить. То есть это логистика? Да, прежде всего, да. Это, например, плотность дорожной сети. То есть вот мы можем, конечно, всю Якутию застроить плотно высокоскоростными шоссе, чтобы занять место в этом регионе, но это абсолютно бессмысленная трата денег. Да? То есть мы в этом смысле подтягиваемся с весом на спине. Да, тогда как нашим коллегам из, например, Центрального федерального округа, где эти базовые метрики достаточно неплохие изначально, подтягиваются без него. И за этим можно считать, что мы сильнее. То есть это рейтинг не по объему привлеченных денег, а по оценкам предпринимателей, бизнесменов и так далее? Да, прежде всего, да. Это восприятие предпринимателями, бизнесменами уровня
инвестиционной активности и уровня вовлеченности региона в привлечение инвестиций, содействие инвесторам и ряд совершенно таких базовых, необходимых для осуществления инвестиций процедур, чтобы они должны быть быстрыми и удобными. Но кто вкладывается в основном? Местный бизнес или какие-то привлеченные инвестиции? Безусловно, основной частью нашей экономики является работа наших крупных государственных монополий. Более половины валового регионального продукта Якутии составляет 54%. Это Алроса? Это твердые полезные ископаемые в целом, это не только Алроса. Алроса, кстати, в прошлом году была донором нашего бюджета номер 2. От алмазов мы получили чуть меньше, чем от нефтегазовой отрасли впервые. Это произошло в прошлом году. Потому что рынок алмазов обвалился. Прошу прощения, это произошло в 2019 году, да, в 2020 году действительно мы стали свидетелями коронавирусной инфекции, вызванной ее кризиса, и доходы Алроса значительно упали. И опять же, да, на первый план вышли нефтегазовые. То есть экономика Якутии, она диверсифицируется. Если раньше она стояла на одном столпе на алмазах, то потом к ним добавились другие добычные проекты. Нефть, газ, это уголь Южной Якутии, золото, это серебро, другие металлы, которые добываются у нас, в том числе редкоземельные и даже радиоактивные металлы. Да? Но работа агентства, да, прежде всего, сконцентрирована на диверсификации экономики, на создании новых отраслей, которые не зависят от скачков цен на сырье. Но вот даже Алроса готова диверсифицировать свою деятельность и в сторону агронародной промышленности. Да? А кто из инвесторов заинтересован в разработке месторождений металлов? Какие проекты обсуждаются? Ну, вот речь идет, я, насколько понимаю, о железнорудном месторождении, о проекте «Тимир», который сейчас принадлежит в долях компании «Евраз» и компании «Алроса». Он довольно долгое время находился, что можно сказать, на полке и не был для компании «Евраз» актуален. Однако сейчас мы являемся свидетелями того, что называется сырьевой суперцикл. Сейчас цены на сырье стремительно растут, растут цены на металл, растут цены на дерево, и это может, безусловно, подстегнуть реализацию и этого проекта. И де-факто, да, это будет означать диверсификацию отраслевую для Алроса, потому что в целом они из других своих активов в отраслях, не относящихся к алмазам, они в основном выходят, да, непрофильные активы оставляют, однако у них есть акционерная доля 49% в проекте «Тимир». И мы были бы очень рады, если компания «Евраз», конечно, да, как основной акционер, 51%, возьмется за этот проект сейчас на волне роста цен. Ну, добывающий сектор, понятно, он для нашей экономики был и остается ведущим, но эксперты считают, что необходимо активнее развивать несырьевую экономику. И глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев часто про это говорит. Вот что это за сферы, в каких районах нужно их развивать и насколько охотно будут вкладываться инвесторы в несырьевую экономику? Я в первую очередь бы сказал, что эта задача гораздо сложнее в традиционно сырьевом регионе, чем где-то, где есть более удобный, например, транспортно-логистический узел, где не нужно 9 месяцев в году топить здания, ну, иметь какие-то другие вещи, которые, в принципе, в других регионах, в других широтах от природы проще. Но мы решили, соответственно, эту политику максимально прикладным образом внедрять, да, и это видение Арсения Сергеевича воплощать. И агентство занимается де-факто строительством новых отраслей экономики нашего региона. Например, в прошлом году мы создали проект туристско-рекреационного кластера. Команда Якутии стала финалистом национального конкурса экотуризма. Это позволило нам затем привлечь потенциального инвестора, группу компаний «Космос», в гостиничный проект. Это туркластер туда идут, да? Это туристический кластер, который обеспечит туристический поток, въездной туризм на всем пространстве от Якутска до Ленских столбов. В целом дорога у нас
является очень сильным активом для нас, и агентство разработало проекты не только для гостиницы в городе, но и финансовую модель аэропорта, проекта модернизации международного терминала аэропорта, новую очередь Ортодойду, новую гору для нашего горнолыжного курорта Техтюр. И в ближайшее время, в конце июня, разработанный агентством проект круглогодичного туристического... Детского лагеря? Нет? Еще даже нет, это нет. Круглогодичного туристического размещения напротив Ленских столбов в местности Батамай будет уже введен. То есть это уже будет в конце июня. И вы упомянули проект «Полярная звезда», расположенный на Табагинском мысу, на территории кластера «Северная мозаика». Это концессия, первая в России концессия в сфере детского отдыха, структурированная агентством. В 2019 году мы подписали это концессионное соглашение, сейчас проект строится. Там вовсю стройка идет уже. Вовсю, да, идет работа, и уже в следующем году он будет введен. Безусловно, дети, которые будут там отдыхать, дети со всей Якутии, мы видим это так, что они будут просыпаться каждый день и видеть из своих окон Ленский мост. И, безусловно, это было бы воплощением мечты, я думаю, многих родителей Якутии, чтобы они имели гарантированную практически возможность ездить на Ленские столбы. Но он будет по принципу Сириуса же, да, работать? Да. Там они будут и учиться, и отдыхать, Да. и Да, это будет поспеть своим каким-то секциям. Это будет такое большая, как дражная машина, можно так это представить себе, для намывания поиска талантов. То есть это будет объект детского отдыха, досуга, оздоровления, детского отдыха с образовательной программой, да, который будет позволять нам находить те таланты, которые смогут в дальнейшем идти по пути своего максимального раскрытия в более специализированных учреждениях. То есть за короткие смены, за 21 день, те 350 мест, которые там находятся, они обеспечат отдых для более чем 5000 детей по году. То есть это те, кто make Якутия Asia again? Это просто девиз телеграм-канала Александра. Make Russia Asia again. Да? Сделать Россию Азией снова. Я очень люблю Азию, говорю на нескольких азиатских языках, жил в Китае и считаю, что Россия в целом могла бы иметь эту амбициозную цель стать развитой, продвинутой азиатской страной. Да? Ничего в этом нет такого постыдного и странного. Я считаю, что в 21 веке нет ничего плохого в том, чтобы ориентироваться туда. А кроме китайского, на каком языке говорите еще из азиатских? Я еще говорю достаточно неплохо на обиходном уровне по-японски. Ну, с корейским у меня пока не сложилось, но время будет, жизнь долгая. Но мы заговорили о туризме. Мы здесь на нашей программе не раз обсуждали туризм с разными экспертами, в том числе отдельное направление арктический туризм. Вот вообще особая перспектива республики считается связана с развитием арктических территорий. Якутская Арктика — это более чем 1,5 миллиона квадратных километров, то есть больше половины площади республики. И кто готов вкладываться в Арктику, в изучение ее недр, которые не изучены? Что касается недр, безусловно, сейчас с появлением нового льготного режима создания арктической зоны Российской Федерации в виде самой большой свободной экономической зоны в мире значительно повышает инвестиционную привлекательность наших проектов в Арктике. Это безусловно. Уже есть первые резиденты, например, компания Янолова является резидентом арктической зоны Якутии со своим инвестиционным проектом по добыче, да, переработке, созданию, производству олова. Вы прям как горняк сейчас сказали, добыча. По роду деятельности нам приходится быстро переключаться между отраслями и уметь говорить на многих языках отраслей, о языках банков, языках фондов, на всех языках. Это такая сильная специфика. И знаете, многие говорят, что за время работы здесь, за 3 года, пока я работаю в Якутии, я уже заговорил по-дальневосточному, конечно. Потому что у нас есть своя специфика, и мы говорим не по-московски, не по-питерски, мы по-своему говорим. Ну, отвечая на вопрос про арктический туризм.
Я бы отметил, что это крайне перспективное направление, однако оно не является самым низковисящим плодом для нас. Самый низковисящий плод у нас — это ленские столбы. И пока мы их не сделаем, я думаю, что организационные, финансовые ресурсы, знаете, это просто элементарно рабочее время людей, да, властные ресурсы, то есть способность людей, занимающих определенные должности, да, вот что-то продвигать и как-то способствовать реализации проектов, прошу прощения. Это должно, наверное, быть направлено в первую очередь туда, где ниже всего висит. Да? То есть пока мы не создали эту отрасль, пока у нас нет основного направления, да, мы не можем сделать второе и третье. Я вижу так, что после ленских столбов, да, после того, как мы создадим там круглогодичный да, туристический маршрут, да, то, что туда люди смогут ездить постоянно, что мы сможем принимать чартеры, то есть у нас не будет больше вот таких блоков, да, в работе с туристическими агентствами, с крупными компаниями, которые отправляют туристов. То есть мы говорим, например, мы можем прислать туристов, вы готовы принять? А мы говорим, вы знаете, мы просто не можем. У нас нет гостиниц. У нас гостиницы нет, да, то есть вот мы в такую ситуацию не можем попадать, нельзя в нее попадать. Когда мы эту ситуацию сможем преодолеть, когда мы этот первый низковисящий плод сорвем, сделаем эту победу, относительно быструю победу. После этого, что будет вторым и что будет третьим в развитии туризма в Якутии, это вопрос пока открытый, пока мы только понимаем, что является номером один. Но номером два вполне возможно, что будет Арктика, потому что туда уже сейчас у нас ходят круизы в Тиксе. Это для туристов интересно. В Мурманске, например, колоссальным спросом пользуются именно туры на северное сияние. Но чтобы это сделать, это будет как второй шаг, да, какая будет сложная задача? Задача будет в том, чтобы сделать рейс, в том, чтобы сделать туристический рейс. У нас есть становый рейс Якутск-Москва, и с прохождением пандемии восстановится наш рейс Якутск-Харбин и наш рейс Якутск-Сеул, и мостовой рейс Якутск-Владивосток, Пекин, Токио, которые смогут нам привозить иностранных туристов. То есть в Якутск мы можем людей привезти, а можем ли мы их постоянно на прямом рейсе привозить в Арктику? Пока нет. А с пересадкой эта вся история, не дай бог там еще заметет аэропорт, как это бывает, и застрять можно на неделю. Ну, то есть это риски, которые никакая туристическая компания в принципе не сможет вынести, конечно. То есть следующие, да, битвы... Нет, если говорить о массовом туризме, да, но есть же там одиночные вот эти вот экстремалы богатые, которые устраивают марафоны там и так далее. Это есть, но они не создают того уровня экономической активности, который нужен. Который бы действительно давал что-то ощутимое для муниципалитетов, для населения там, да, то есть сколько людей местных на этом заработает, на путешествии одного экстремала? Ну, немного. Ну дай бог что-нибудь. То есть это может быть Аймекон, то есть это, в принципе, может быть Арктика, географическая Арктика, или наш полюс холода, хотя он и не в Арктике. Или у нас в Арктике? Нет, он не в Арктике. Он не считается в Арктике. Он не считается арктической зоной, да. Вот так. И это может быть вот номер два. Да? И как мы решим задачу... Вот второй полюс холода, Верхоянск, он теперь вошел в арктическую зону. Да, Верхоянск уже есть. Что будет вот номером два, это вопрос открытый, но там будет вот этот вопрос с рейсом. Ну, будем тогда решать. Но сперва, конечно, знаете, дорога в твердом покрытии у нас, наша, да, Якутская Лёкминск, конечно, должна дойти до Батамая. До этого нам сложно будет, наверное, переключать максимум ресурсов на другое направление. Давайте поговорим о торах, или как сначала называли ТАСЭРы, теперь это называют торы, территория опережающего развития. Это вот наша Якутия, Южная Якутия. Границы последние планируется расширить с учетом перспектив разработки Ильинского месторождения. Однако Тур Якутия тоже может стать шире за счет строительства 4-звездочной гостиницы на проспекте Ленина в Якутске и развития лесопромышленного комплекса «Алмаз» на западе республики. Вот инвесторы проекта — это хорошо, а жителям это что даст? Это... Перечисляя эти проекты, наверное, имеет смысл каждый из них прокомментировать или ответить полностью. Отвечая полностью, конечно, это рабочие места. Конечно, это рост экономики, это значит, что мы можем больше брать тогда социальных обязательств, когда у нас есть налоговые поступления. Налоговые поступления, даже если это льготные режимы, тем не менее, часть налогов
компании платят, да, и это создает экономическую активность в регионе. И этот эффект остается, несмотря на то, что эти льготные режимы и ТОР, и, например, да, режим регионального инвестиционного проекта на начальных инвестиционных фазах оптимизирует налоговую нагрузку для инвесторов. Но сложно что-то требовать с инвестора, особенно когда он пока ничего еще почти не зарабатывает, да, на ранних фазах, когда он только в стройке, когда он в проектировании, там зарабатывать только не на чем, то есть он только молится о том, чтобы его проект не ударил молнией, потому что если она ударит, то его ничто не спасет, он будет разорен. Мы считаем, что льготными режимами надо пользоваться максимально активно, для инвестора стараться риски снижать, потому что на выходе мы получаем новый экономический рост, и говоря о диверсификации экономики, новое качество экономического роста, новые рабочие места, новое качество рабочих мест. Говоря об эльгинском проекте, насколько я помню, он является уже резидентом льготного режима регионального инвестиционного проекта. Те расширения под гостиницу, да, и под лесопромышленный комплекс, безусловно, позволят создать сотни рабочих мест в практически новых отраслях. Да. И говоря о туризме особенно, о том, что у нас будет гостиничный проект, у нас будет круглогодичное туристическое направление, туризм отличается тем, что он дает крайне высокий диспропорциональный эффект, да, относительно своей доли в создаваемом, например, валовом продукте, то есть он не такой дорогой, да, но при этом он создает огромный эффект на занятость. То есть если ты хочешь создать максимум занятости, развивай туризм. Развивай туризм, да, и если ты хочешь закрыть именно занятость в менее квалифицированном труде, и если хочешь создать занятость в муниципалитетах, особенно отдаленных муниципалитетах, это практически идеальное лекарство. Оно опробировано во многих странах мира, и у нас, конечно, и гостиница в городе, и объекты вне него. А почему гостиница 4-звездочная? Почему не 5 звезд? А вот могу сказать, почему. Проект эволюционировал, поворачивал несколько раз. Первый замысел был на 5, но экономического обоснования загрузки на 5 звезд не оказалось. Инвестор, которому мы помогали оценивать загрузку гостиницы, обнаружил, что можно сделать 3 звезды, можно сделать 4, но 4 звезды сделать не сильно дороже, чем 3. То есть ты делаешь 4, получается... Но делаешь настоящую 4, не такую условную, да, как у нас сейчас. Настоящую. У нас сейчас ни одной 4 ведь по сути нету. Сейчас у нас есть уставшие, это так называется, 4, но которые де-факто не 4. И мы с этим фактом сталкивались не раз. Например, когда мы в 2019 году организовывали первое, на сегодняшний день единственное мероприятие Росконгресса, в Якутске делали выездную сессию Восточного экономического форума, мы получали от организаторов опасения относительно качества номерного фонда. Но я не говорю даже о том, что наш номерной фонд, наши гостиницы, в принципе, ни одна туристическая компания, которая возит чартеры, не готова аккредитовать на прием туристов. Этого просто нет. Это сейчас невозможно сделать. Я вот слышала, что буквально позавчера вы вместе с крупным инвестором посетили Ленские столбы. Разведка доложила? Да, разведка доложила. Вот, можно ли спросить, что это за инвестор и какую сумму он готов вложить? Мне придется отвечать на ваш вопрос, знаете, в жанре одна очень крупная отечественная авиакомпания. И все сразу быстро отгадают, кто. Это инвестор, реализующий проект сети отелей в России, начиная с 2015 года. У него был отраслевой опыт достаточно такой жесткий, он занимался логистикой в нефтегазовой и угольной промышленности, возил вагоны, да, и потом он как-то понял, что надо восстанавливаться, надо спать, надо отдыхать, и нужно, чтобы у России была возможность, у россиян ездить по своей стране. Он реализовал один проект уже, 4-звездочный отель в Сочи на Роза-Хутор. Сейчас он реализует проект в Бурятии. То есть это Байкале. ответ на оба предыдущих вопроса, получается. Про отель, про... Это довольно специфичная история. То есть зачем он приехал? Он приехал за тем, чтобы
как вот в Сочи он сделал проект «Роза Хутор», видовой, с видом на горы. То есть тот, с которого, знаете, вот фотки в интернете, вот люди говорят, вот я приехал в отель, и там у меня есть номер, что в нем и горы, и кругом горы, да, Байкал, кругом Байкал. И он Ленские столбы. съездил к нам и понял, что надо делать проект на Ленских столбах, и мы будем сейчас активнейшим образом ему помогать. Вот, и муниципалитет сейчас активно отрабатывает по формированию земельного участка. И если это видение сбудется, у нас будет дорога в твердом покрытии до Ленских столбов к этому проекту, к этому объекту с видом на Ленские столбы. Круто. Вот ваше агентство, вы консультируете бизнесменов, сопровождаете проекты, подбираете площадки, организуете пиар. Вот что из этого бесплатно и на каком этапе предприниматель может к вам обратиться? Тут с идеей в голове можно прийти, или нужны какие-то наработки, или действующий бизнес, или... Нужно две вещи иметь. Во-первых, нужно иметь идею, конечно, да. Во-вторых, нужно иметь определенную часть собственного финансирования. То есть инвестора, когда ты привлекаешь, тебе нужно понимать, чем ты его встречаешь. И, в принципе, эта схема достаточно универсальная. Нужно 20 или 30% найти акционерного финансирования, то есть своих денег, да, и на остальное привлекать заемное, привлекать банковское. Если у тебя есть, скажем, своих 5-10%, тебе есть чем встретить. Если у тебя вообще ничего нет, то это все-таки получается больше про литературу. То есть если есть немножко своих денег, да, плечом идя от общей стоимости проекта, делаешь проект, например, там, на 100 миллионов, нужно желательно 10 хотя бы. Да? Это раз. И два, конечно, видение, понимание того, что ты хочешь делать. Может быть достаточно абстрактно. Мы готовы помогать формировать концепцию проекта. Мы к этому всегда открыты. Мы разрабатываем бизнес-планы, финансовые модели для наших уважаемых инвесторов и затем помогаем им свой проект привязать. То есть мы работаем по принципу такого, знаете, как полного цикла. Полного цикла, вплоть до того, что мы обнаружили, что нужно эти проекты часто внутри отрасли обнаруживать, находить ниши. И в частности, вот в туризме эта работа нам показала, что вот есть такая ниша, что можно сделать этот туризм, да, в Якутию, въездной туризм, сильный, да, с большой пропускной способностью. И внутри этого как бы сам собой родилось обоснование для того, чтобы сделать большой, крупный, мощный объект на Ленских столбах. Ну, про туризм теперь понятно. А вот что с IT? У нас в последнее время слава IT-региона. Готовы ли вкладываться в наши стартапы, в наши IT-проекты? Это, наверное, все-таки не совсем, не во всем мое поле и моя вотчина. У нас есть Министерство развития связи, коммуникации, Министерство инноваций, у которого есть целое семейство институтов развития, которые этой темой занимаются прежде всего. Мы из этой части делаем, что мы стараемся содействовать опережающему развитию человеческого капитала, для того, чтобы в сфере IT у нас были ресурсы, чтобы были те люди, тот человеческий капитал, который позволяет такие проекты реализовывать. Ну, то есть, например, мы структурировали проект суперкампуса в поселке Кангаласы, он будет реализован. Это будет большая реформа среднего профессионального образования. И для 11 учреждений СПО мы переведем резко уровень подготовки на стандарты WorldSkills. Оператором этого комплекса выступит дочерняя структура WorldSkills Russia. И это, безусловно, будет большим рывком в развитии креативных индустрий, в развитии высоких технологий, потому что сейчас на рынке труда не хватает квалифицированных категорически вот этих вот именно людей, которые умеют писать, которые код, да, которые умеют делать что-то креативное, которые обладают навыками высокого уровня. Ну, и, безусловно, у нас в Якутске, да, этот рынок, он еще более высокие имеет потребности, потому что у нас работает ряд крупных даже компаний, да, у нас InDriver, Майтона, да, 163 компании резидента IT-кластера, но они все сталкиваются с тем, что
им приходится работать с очень ограниченным пулом кадров. Да, все жалуются, что Майтон и InDriver работают как огромный пылесос, который просто вытягивает все кадры еще на этапе там, их студенчества. И правильно делают, и все им в помощь, потому что, это, ну, например, они у меня, можно сказать, что похитили крайне перспективный кадр бывшего заместителя начальника инвестиционного департамента, которая, кстати, очень активную роль проявила в структурировании проекта лесопромышленного комплекса в поселке Витим, который вот на Петербургском международном экономическом форуме был подписан при Александре Сергеевиче, да, вот этот инвестпроект. Ничего плохого там нет, просто кадров должно быть еще больше, их качество должно быть еще выше. А что, как пандемия сказалась на отношениях с зарубежными инвесторами? То есть вот 52 страны у нас торгово-экономические партнеры вроде как и... С точки зрения экспорта работа как велась, так и ведется, но с точки зрения инвестиций, конечно, мы наблюдаем большой спад, в принципе, во всем мире. Да? То есть рынок международный кроссбордерных инвестиций, международных инвестиций стал чем-то, как по примеру того, что произошло с рынком алмазов в 2020 году. Да, падение на 90+%. То есть, безусловно, мы с этим столкнулись, столкнулись воочию. Один из наших инвесторов, например, китайский, да, инвестор компании Дзинхайтун Керамика, когда вот только-только начиналась пандемия, мы организовывали инвестиционную сессию, он просто не смог тогда приехать. Индийский инвестор, который мог и хочет реализовать проект, у нас раннего выявления онкологических заболеваний, крупная индийская компания Меданта. Регулярно связываемся, поддерживаем отношения, но он говорит, я буду готов делать проект только когда я смогу ездить. Он пока не может приехать, потому что пока рейсы и полноценная свобода перемещения еще не восстановлена. То есть мы общаемся, мы проводим дистанционные круглые столы, мы держим руку на пульсе, но мы все, конечно, в ожидании того, когда откроются границы, потому что большие деньги в новые проекты по почте не удается привлекать, просто невозможно. И последний вопрос хочу задать личный. Вот вы 3 года в Якутии работаете, у вас проскальзывает у нас в республике, тут. Вот, чем вам так интересна Якутия? Чем она вам, в чем ее особенности? Якутия — это невероятно энергетически сильный пассионарный регион, который, вот даже начиная с нашей темы разговора, да, нашего роста в рейтинге инвестиционной привлекательности, который обладает рядом таких вот очень сильных устойчивых характеристик, которые создают вот эту атмосферу, необыкновенную атмосферу. Во-первых, это один из самых динамично развивающихся регионов нашей страны. Он, например, по прошлому году был номер 7, да, по уровню роста валового регионального продукта. Регион, в котором создаются новые отрасли: IT, креатив, кино, лес, туризм, да, то есть вот многие другие вещи, да, то есть создаются новые проекты, новые отрасли. Регион, в котором очень сильная демография. И эта демография, этот рост, у нас он самый сильный на Дальнем Востоке, появляется огромный спрос на новую социальную инфраструктуру. И наша практика ГЧП это, конечно, испытывает как на передовой линии, потому что обеспечить все те потребности в школах, детских садах, больницах, там, например, мы структурировали концессию в сфере активного долголетия, да, то есть вот все эти потребности, они реально огромные, они растут, и их невозможно покрыть бюджетными источниками, и приходится структурировать их в формате государственно-частного партнерства. Например, 12 школ, да, у нас по программе «Современная школа ВЭБ» будет построено в ближайшее время. Говорить можно очень много, но да, у нас время подходит к концу. Спасибо большое. Как вы писали в соцсетях, мы не можем ждать, когда к нам придут инвесторы. Да, это практически слова Мичурина. Мы не можем ждать милости от природы, мы должны их взять сами. Ну, пусть ваш подход привлечет в республику побольше новых инвесторов, проекты удаются, а якутяне получают от этого пользу.
Люблю Якутию. Большое спасибо. Об инвестициях в наш регион мы сегодня говорили с генеральным директором агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии Александром Кондрашиным. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Тысячи девушек Якутска выбирают личи. Будь стильной вместе с нами. Торговый центр «Айсберг», 2-й этаж.